Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. В соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год в России объявлен годом театра. Более подробно о том, как он пройдет, мы узнаем у нашего гостя. Рада представить вам Владислава Валерьевича Левочкина, заместителя министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Владислав Валерьевич, расскажите, пожалуйста, какие цели преследует этот год театра и как он пройдет в республике? Ну, год театра – это, конечно, прежде всего возможность поднять статус театральных работников. И надо сказать, что наша театральная республика очень ждала этот год, очень большие надежды на него, потому что об этом говорилось давно, о том, что будет проведен такой тематический год. Его еще не было в России, и, конечно, очень большие ожидания и у наших театральных деятелей, и вообще у всех, кто любит театр. И мы очень благодарны главе республики Александру Сергеевичу Николаеву, правительству республики за то, что были поддержаны предложения наших деятелей и будет выделено дополнительное финансирование в размере 33 миллионов рублей на софинансирование тех мероприятий, которые будут проводиться в нашей республике и за ее пределами. Прежде всего, конечно, это новые постановки, новые спектакли, новые проекты и большие гастрольные выезды. Мы также очень благодарны Федеральному агентству по гастрольной деятельности. Елена Николаевна Булокова, руководитель, к нам сюда приезжала в республику, и она в очередной раз нас будет очень поддерживать. У нас будет очень много таких больших масштабных выездов. Наши театры, Саха-академический театр, театр оперы и балета сделают большие гастрольные туры по нашим братским республикам в России. К нам приедет театр Вахтангова на этот раз. И наша республика участвует в театральном марафоне. Это вот предложение, которое внес Андрей Исаевич Борисов, как член федерального оргкомитета, было поддержано его предложение о том, чтобы прошла такая театральная эстафета через все регионы России. Уже в марте к нам приедет коллектив из Чукотки, ансамбль тоже, ну, вот со своей программой концертной, а наш театр, Русский драматический театр, передаст эстафету Чите. Ну, будет очень много, скажем, значимых проектов, фестивалей, новых фестивалей для нашей республики. У нас появится новый оперный фестиваль, будет также, ну, вот новый такой проект, который тоже Андрей Исаевич инициирует. Это связано с театрализацией народных эпосов. Это тоже как бы, ну, такой межрегиональный фестиваль, который родится в следующем году. Ну, как будут поддержаны театры нашей республики? Ну, наши театры, конечно, в план мероприятий мы включаем не только такие событийного плана мероприятия, но также те, которые касаются поддержки материальной и технической базы наших театров. Вот уже третий год мы тоже участвуем в партийном проекте, который инициирован федеральным министерством. Это два проекта даже. Проект театра малых городов и проект театра детям, по которым укрепляется материально-техническая база наших театров. Вот в этом году, допустим, у нас финансирование составило 16 миллионов рублей. В следующем году тоже будет определенное финансирование, и оно направляется на то, чтобы приобрести новое оборудование специализированное, на то, чтобы реализовать творческие проекты, новые спектакли тоже и новые такие фестивали. 13 декабря прошло открытие года театра. Как оно прошло? Ну, конечно, этот день прошел очень торжественно во всех театрах. У нас театральная республика, нас даже называют театральной державой. У нас в республике 11 государственных театров и 53 народных театра. Помимо этого очень много самодеятельных коллективов, школьных коллективов. Поэтому ну, вот мы призвали всех, чтобы все активно участвовали, не только наши государственные театры, но также народные театры, и чтобы в каждом селе, где есть вот такой коллектив, чтобы прошло такое событие. Это были новые постановки, у нас было очень много премьер. В городе Якутске тоже было очень много премьер, и ну, вот, все залы были заполнены, были сюрпризы для зрителей, были ну, вот, какие-то такие приятные неожиданности для тех, кто постоянно ходит в театр и любит театр. Что ж, Владислав Валерьевич, огромное вам спасибо, что приняли участие в нашей программе. Мы желаем вам отличного дня, хорошей работы и поздравляем с открытием года театра в России.